Добрый вечер, дорогие телезрители. В прямом эфире очередной выпуск передачи «Хастагалуамта». Сегодня мы его решили посвятить тому, в каком состоянии находится у нас культурное наследие. 18 апреля, кстати, является Всемирный день культурного наследия, и вот этих объектов материальной культуры в нашей стране очень много. Это вот одно из самых главных, наверное, наших богатств, которые есть в стране. Ну, на все наши вопросы, которые мы пособирали в течение нескольких месяцев, потому что действительно эта тема очень интересная, ответит наш гость Батал Кубахия, замминистра культуры, глава департамента по охране историко-культурного наследия. Добрый вечер, друзья. Да. Батал, с самого начала тоже один из таких интересных вопросов вообще-то для нашего общества. Он касается объединения Министерства культуры и Управления по охране памятников и по культурному наследию. Да, что дало это объединение, что оно даст вообще-то в перспективе и в практическом смысле, что оно? Валера, мне нравится, вопрос очень хороший. Если бы такой же вопрос был поставлен, когда его объединяли, то мы не имели бы ту дискуссию общественную, которая возникла вокруг объединения. Дело в том, что когда меня пригласили в Министерство... Обращайтесь к нам чаще. Когда пригласили Министерство культуры на позицию возглавить департамент по культурному наследию, это уже прошло 2 месяца после реформы, когда их объединили. И, честно говоря, когда я пришел, потом вдруг возникли разговоры о том, что это не надо или надо. Я тоже, конечно, считаю, что любой реформе должна предшествовать экспертиза, да, профессиональная экспертиза. Нет, не всенародное обсуждение, но экспертным советом, насколько это было эффективно, какие-то ожидания. Может быть, это не было сделано, это немножко обидело людей, работавших в этой сфере, а также профессионалов, которые взаимосвязаны были с управлением по охране историко-культурного наследия. Это ученые мир наши, люди, работающие в Академии наук. Но если подытожить в 2 словах, на сегодняшний день, вы знаете, что недавно было опять продолжение реформы, когда некоторые министерства опять разделились и задавали вопросы мне. Почему вы этого не требовали? Я считаю, что пока мы не исчерпали все ресурсы, все возможности этого объединения, и я думаю, что одной из задач, помимо непосредственно содержательно касающейся культурного наследия, это будет мое заключение по поводу того, насколько эффективно Министерство культуры и Управление по охране памятника в одном ведомстве. На сегодняшний день меня это устраивает, мне легче работать, потому что достаточно большой круг людей, с которым я могу дополнительно обращаться, достаточно короткий путь услышать какие-то вещи проблемные, которые происходят с памятниками культуры и которые обсуждаются в кабинете министров, поскольку Министерство культуры, министр культуры непосредственно там сидит. И, я бы не стал более подробно на этом останавливаться, время покажет. Но то, что мы сумели на сегодняшний день причесать, говорит о том, что, в принципе, сама эта реформа на правильном пути. Другое дело, что мы уже предполагаем с министром культуры о том, что необходима сеть департаментов в рамках Министерства культуры, как это, например, есть в России и в других странах. Например, каких департаментов? На сегодняшний день по положению Министерства культуры у нас есть один только департамент по охране историко-культурного наследия. Мы предполагаем, что там будет департамент по музеям, департамент по просвещению и образованию культурологический, один департамент, возможно, будет по музыкально-концертной деятельности, и заместители министра будут курировать те или иные ведомства. И каждый департамент будет кем-то возглавляться. Вы сейчас уже сказали о том, что возможно какая-то реорганизация. Какова вообще правовая юридическая база, когда вы приняли дела в вашем департаменте сейчас? Грубо говоря, разговор идет о приеме передачи. Да, этой традиции особенно мы не наблюдали. Да, но основная правовая база, такая не очень хорошая. Сейчас мы
работаем с юристами для того, чтобы внести какие-то поправки, изменения в законодательство, касающиеся проблем в сфере культурного наследия. Ну, основной закон, которым мы руководствуемся, это закон об охране историко-культурного наследия, но также и закон о музеях недавно, в 2014 году был принят, значительно новый, но я его сейчас перелистал и с юристом обсуждал. На мой взгляд, туда еще что-то надо внести. Есть закон о культуре, который частично вот такие декларации, которые есть в законе о историко-культурном наследии, более подробно тоже обозначено. Но помимо этого есть гражданский кодекс, уголовный кодекс, в котором отражены различные санкции. И вот сегодня работает группа, и мы непосредственно связаны с парламентом, с комитетом, который непосредственно занимается делом образования, культуры. И мы разрабатываем, может быть, это будет новый законопроект, потому что по закону, вы знаете, по регламенту, если изменения в закон, ну, там, превышают 30% как бы, вот, основу самого закона, то это уже новая будет создана рабочая группа. Пока мы должны подготовить проект. Инициатива ваша будет, да? Да, но в любом случае, знаете, что раньше разговоры были о том, что закон не соответствует, а кто должен закон делать? Собственно, мы являемся управлением или министерством правоприменителями. Мы можем только подытожить тот опыт и проблемы, которые связаны законодательной сферы в отношении памятников культуры. И только мы можем сказать, это работает или не работает, и почему не работает. И только на этом основании депутаты как бы формируют вот это право в новом виде. Я думаю, что, в общем-то, во всяком случае, к концу мая это совершенно однозначно будет подготовлен проект и представлен в парламент на рассмотрение, и они уже будут создавать свою комиссию, рабочую группу. И там можно ждать, что в течение года все 3 слушания закон может принять? Я не думаю, что до Нового года мы успеем, потому что между каждыми слушаниями обычно 2-3 месяца происходит, потому что закон достаточно большой, и там очень много надо делать поправок в другие законодательства. Но дай бог, чтобы во втором чтении до Нового года прошел. Это значит, что... Да, ну основная вообще, так, на наш взгляд, да, вот такой со стороны, как бы, да, мне кажется, что основная проблема сейчас в сохранении объектов культурного наследия, это то, что, по-моему, у нас недостаточно четко, или вообще, может быть, он отсутствует, реестр вот, культурного наследия памятников культуры. Вы знаете, вот в чем дело, а почему за 20 лет, почему этого не произошло? Ну да. Ну, вы знаете, определенная работа, конечно, велась еще до войны. И я сам был археологом, работал в новостроечной экспедиции, и наш руководитель Вадим Викторович Бжани, и вот все те, которые, в общем-то, Анзора Гума, Демур Бжани, Царство им Небесное, их сейчас уже нету, к сожалению, Гарик Сангуля, там Руслан. Ну, то есть мы работали в этой сфере. И тогда вот буквально за 2 года до войны мы начали работу по подготовке реестра. И, в принципе, цель наша тогда, идея была для того, чтобы попытаться включить какие-то памятники архитектуры в список ЮНЕСКО. Вот это как раз о культурном наследии, может, мы будем об этом говорить. Были специалисты из Москвы приглашены, были кто-то из Грузии тоже тогда приезжал. Но тогда у нас было очень сильно вот, профессионалы, топографы, геодезисты, архитекторы и профессура, вот, археологи. Вот. И сейчас тоже сильно, но тогда это все-таки была другая ситуация. И мы очень много работы сделали. Были сделаны опорные планы охранных зон, в том числе набережная Сухумская, которая значительно пострадала. Это ужасно, я считаю, что ее сузили, охранную зону, бульвара, набережная. А когда ее сузили? Ее сузили где-то в 2008 году. Но я завершу эту мысль. Мы подготовили очень много материалов, но неожиданно началась война. Еще 12 августа, я помню, мы на Сухумской крепости измеряли как бы тоже планы. Они практически все сгорели. Но вот этот опыт, он был, перенимался. На сегодняшний день мы имеем такую картину. Указом президента, это вот как закон, есть только государственный список объектов историко-культурного значения по городу Сухум. Всего 295 объектов, из них где-то чуть более 295? 295. Из них чуть более 200 это памятники гражданской архитектуры, потом вот гора Баграта, Сухумская крепость, сквер. А памятники археологии?
по Сухуму и археологии. Там входят парки исторические, там входят исторические зоны. Вот, кстати, лесопарк или гора Чернявская, которую вы знаете, или фуникулер, о котором мы говорим, это вот 32 гектара земли, он как заповедная зона, он дважды был введен как памятник культурного наследия, поскольку на этой горе формировался нынешний облик города Сухума. И именно оттуда вышел вот этот весь колорит сегодняшнего Сухума, который нас беспокоит и тревожит. Но и в том числе он как памятник еще парковой архитектуры и культуры, то есть он защищается. И как только я пришел вот на свою работу, то есть когда я понял, что предстоит огромная работа, мы встречались сразу же с президентом страны нашей, Раулем Джумкович Хаджимбе, мы обсуждали, и он был готов профинансировать государственную программу, проект по инвентаризации списков памятников историко-культурного наследия. На самом деле они есть. По Гагре есть списки, по Гудауте. С паспортами они или просто списки? Проблема в том, что чтобы это было на уровне закона, их надо принять указом президента. Но чтобы принять указом президента, эти списки должны быть инвентаризированы, что-то из него выйдет, что-то добавится. И к ним должны быть описания, учетные карточки, планы топографические, охранные зоны. И они должны быть... Но на сегодняшний день на уровне местных органов эти предварительные списки, тем не менее, применяются, и они действуют тоже как закон. Но чтобы закрепить статус этих памятников, мы должны принять на уровне как бы указа президента как закон. Ну, вот на это у нас есть 2 года. В этом году мы начнем. Финансы есть. Сколько, я вам не скажу. Потому что это и немного, и немало. Дело в том, что я бы даже много бы не стал бы брать денег. Вот мы подсчитали ровно столько, сколько мы можем осилить. У нас же и ресурсов не так много, вот, чтобы сделать. И времени не так много, потому что они постоянно разрушаются. Вот раз зашел разговор об охране, все-таки вот ваше ведомство, оно должно осуществлять функции охраны историко-культурных памятников. Но будет, конечно, подготовлен этот реестр государственный, судя по всему, из того списка. Еще, наверное, что-то будет добавлено, плюс будете вы добавлять. Кстати, Сухумский район и Галский район, у нас вообще даже предварительного списка нет, есть разрозненные данные. Батал, к чему я веду? Знаешь, к тому, что вот на самом деле списки какие-то были, никто о них ничего не знал. Многие люди, в том числе собственники, которые имеют вот в своем распоряжении, являются собственниками каких-то историко-культурных памятников, я имею в виду недвижимость, да, они тоже, некоторые из них и не подозревают, что это, в общем-то, памятник, к которому должно быть особое отношение. Вот скажите мне, пожалуйста, вот существует ли какая-то работа в этом направлении, когда все будут оповещены о том, что имеют определенные обязательства перед страной, народом и культурным наследием. Есть ли какой-то определенный по этому поводу у вас план, и существует ли у вас намерение создать закон, где строго будет описаны правила пользования таким памятником? Ну, честно говоря, основным результатом реестра, нам реестр для чего нужен? Чтобы им пользоваться и чтобы вводить санкции. И если мы изменим закон, если возвращаться, вот знаете, вот они... В какой части измените закон? Вот в той части, что сегодня закон об историко-культурном наследии, нету градации категорий памятников. И поэтому невозможно оценить памятники. Поэтому у нас есть уголовный кодекс, статья, может быть, 230, я не помню, там из 2 частей состоит. Первая часть гласит так, что за разрушение памятника культуры, значит, от 50 тысяч до 150 для особо ценных, причем списка особо ценных у нас нету, но есть понятие, потому что в 60-х годах были особо ценные, вот обозначены это Мокский храм, Лыхнинский, вот, потом Сандрипш, такие особо значимые, которые мы все знаем. И поэтому необходимо определить категорию до 500 тысяч. То есть можно сегодня разрушить памятник архитектуры гражданской, заплатить 150 тысяч и никаких, все, и можно. Если мы определим категорию... Вот на сегодняшний день какой существует? 150 тысяч. 150 Самый тысяч? большой штраф.
практически для 90% памятников, которые мы имеем на сегодняшний, 150 тысяч самый большой штраф, который можно применить. Это вот несоразмерно со значимостью памятника, потому что если бы у нас были определены категории, если бы у нас было бы сделано так, как это сделано в Армении, в России, в других постсоветских пространствах, историко-культурная оценка памятников культурного наследия. У нас сегодня этой оценки нет. У нас оценка делается по остаточной стоимости любых зданий. Там удален далеко от города, плюс 1000 лет пользовались им уже, он уже не в том состоянии. То есть и цена его, а если к этой по остаточной стоимости, которую делает обычно оценку, добавляли бы категорию, плюс первая категория умножить на 1000, и вместо 500 тысяч он платил бы 50 миллионов за разрушение памятника особой значимости, а такой рядовой, который 4-я категория, 1,5 миллиона, он бы задумался бы. Он бы задумался бы, лукавить или нет, потому что то, что вы мне сказали сейчас, это лукавство. Все собственники памятников архитектуры прекрасно знают, что собственниками чего они являются. Другое дело, когда прокуратура возбуждает уголовное дело или в судебном порядке мы пытаемся добиться от них санкций, на самом деле у нас была такая картина, как с этими домами по улице Ардзенба. Вы сейчас должны мне задать этот вопрос, иначе было бы бессмысленно. Там 2 дома даже по улице Ардзенба. И здесь, которые... И по Ардзенба, и Джанаша, угол Джанаша, Ардзенба, и на Папаскире. Так вот, прокуратура, расследуя это дело, выявила, что у них не подписан охранный договор между управлением и между собственником, что администрация города, когда оформляла куплю-продажу, не предупредила их о том, что это памятник архитектуры, а администрация города не могла этого знать, потому что реестр по... Государственный реестр по Сухуму давно принят, и он вывешен на сайте, и он у них должен быть. Мы сейчас им всем раздали. Сегодня мы договорились что. Сухумская администрация, с удовольствием мы им написали, они обрадовались, говорят, мы готовы. Жилуправление, БТИ и другие хозяйства, которые занимаются, там же есть собственники, есть арендаторы, есть коммунальное жилище, памятники архитектуры. Они будут нам давать имена владельцев, собственников, и с ними мы будем заключать охранные договора. То есть, пока этот охранный договор не заключен, они могут действовать так, как им заблагорассудится. Это основной документ, когда возникают судебные иски в отношении того или иного нерадивого собственника, на основании которых мы можем предъявить им обвинения. Хотя на сегодняшний день все эти резонансные дела, конечно, они не знали. Может быть, они думали, что он в таком состоянии, что его можно снести, такого типа построить или другое. Но это тоже из разряда лукавства, я думаю. Они прекрасно понимают... Нет, Ибрагим, вы знаете, в чем дело? Я всегда сторонник просвещения. Нет, согласен. К сожалению, кстати говоря, этого очень мало. У нас не было такой... В отношении культурных памятников. Хорошей просветительской работы в отношении того, чего мы имеем, что это вообще может значить для нас, для идентичности абхазского народа, для идентичности, скажем, государства нашего, и какое оно могло бы занять место в культурном наследии, допустим, общечеловеческом пространстве, у нас люди этого не знают. Потому что я общаюсь сейчас иногда с молодежью, да, они готовы поддержать, мы, говорит, слышим, там что-то разрушают, но они не знают, что они имеют. Они не знают, из какой среды выросли культурного. У нас огромные пласты культуры. Все-таки возвращаясь... Батал, есть телевидение, да. И на абхазском телевидении есть проекты очень прекрасные. Нет, чудесно. Есть интернет. Есть интернет. Да. Анзор издавал несколько альбомов. Да. Это... Тираж альбома Тираж альбома, который издавал Анзор, 1000... В интернете сейчас они есть. Абхазская библиотека в интернете широко представлена. Она представлена. Это просто человек, который заработал там, я не знаю, больших денег, почему-то не совпадает его, я не говорю про всех, но очень часто не совпадает вкус и возможность зарабатывания денег. У нас такое, к сожалению.
гипертрофированное представление о том, что человек должен знать. Вот я лично, как-то меня недавно спрашивали, я как бы отношусь с сомнением, что человек обязан или что-то. Табличку считаю, давайте напишем. Табличка, охранный памятник. Все. Можно же великолепно. это 200 табличек сделать. Следующее. Вот смотрите. Не следующее. У меня есть. Да, я хочу спросить. Просто хочу... от темы не удаляться, чтобы от этой темы популяризации объектов культурного наследия. Да. Просто дело заключается в том, что я, например, с этим сталкивался, и многие с этим сталкиваются, что они, гостиница Абхазия — это объект культурного наследия, понятно, там Рица и так далее. Но совсем у них нету представления о том, что есть еще и другие, какие-то здания, которые выглядят устаревшими, постаревшими. Есть еще такое дело, о котором вы говорили, это опорный так называемый план, то есть это карта заповедных земель. То есть никто не знает эти земли, каким образом они, где ограничены, где что-то можно ларек поставить, где нет. Вот вы мне скажите. Вопрос, пожалуйста. На вопрос мне ответьте. А вот в деле, так сказать, популяризации памятников архитектурных и так далее. Вот в этом смысле у вас есть какая-то направленность, программа, то есть вы что-то закладываете в свою деятельность такое, что принесет результаты, люди будут знать? Есть. Давайте все-таки вернемся к тому, что все-таки я замминистр культуры, да, вот это министерство. Да, новый глава департамента. Это бюджетная организация, да. Я когда пришел, бюджет уже был сформирован. Вы знаете, вот в департаменте 24 человека у меня работает, да. Но ресурсных персон, с которыми можно работать, это 6 человек, которые находятся в головном офисе в Сухуми. Остальные это представители в районах, это люди, которые охранники Бедийского храма. Учится кто-нибудь у нас? Нет. Нет, в смысле как учатся? Они учатся здесь. Каждый год мы какие-то лимиты получаем. В аспирантуре. То есть первое, что я делал, когда пытался причесать свои мысли, что можно сделать, честно говоря, месяца 3, но еще и тяжелая была рабочая атмосфера, сейчас все наладилось. Вот можно сказать, только сейчас я понимаю, а что же, собственно, делать. Вот по пунктам, первое, это изменить законодательство. Второе, сделать реестр по всей Абхазии. Это 2 года, но я хоть знаю, что... Это параллельные вещи, можно Да, это параллельно. Третье, находить молодых людей, искать деньги у государства и посылать их на стажировку в центре или в учреждении, которое занимается непосредственно реставрацией, изучением, паспортизацией. Четвертое, формировать ресурсную базу здесь. И пятое, это делать просветительскую и образовательную программу. Почему? Потому что мы можем сохранять наши памятники, мы можем кого-то обучать, но самое главное, ответственность за сохранение памятника лежит на населении. И, честно говоря, я должен сразу сказать, может быть, я недоволен теми или иными структурами, но обществом я очень доволен. Потому что какой шум поднимали представители общественности, общественные организации, тут и социальные сети были, когда они подняли шум. Ведь по тем 2 объектам, которые в один день были разрушены, не управление подало в суд. А через общественный резонанс, по факту, прокуратура возбудила уголовное дело. Вот в чем дело. Это говорит о том, что не управление почему тогда этим делом не занялось? Потому что уже прокуратура по факту занялась этим делом. Оперативно занялось, и слава богу. Оперативнее. То есть речь сегодня в нашем управлении, еще какая проблема. Нам департамент по культурному наследию, там было немножко искаженное представление, мне кажется, тем, чем он должен заниматься. На самом деле департамент – это как прокуратура в области культурного наследия. И у нас помимо специалистов, и реставраторов, архитекторов, которые могут дать экспертизу, и могут написать уведомление или экспертизу по реставрации того или иного памятника, у нас должны быть юристы специально, которые занимаются гражданскими делами, уголовными делами, и юристы, которые будут, термин не люблю, обучены и профилированы
в сфере культурного наследия. Специализированные, вот, да, спасибо. Специализированные. Сегодня вот мы сумели взять одного юриста Министерства культуры, еще одного вот на каких-то там на договорных началах, но я рассчитываю, что с Нового года мы введем в штат. Что касается просвещения, вот первая идея, которая мне возникла и пришла в голову, что издать книгу Анзора Гума. Ведь она же не издана, это неправда, что она... Она же библиографическая. Но она была издана еще, наша организация, в которой я работал, помогала на английском языке издать, для того, чтобы международные структуры ЮНЕСКО, МОНЕСКО обратили внимание. Он подготовил проект. Я говорил с его супругой сегодня, она очень рада, что... Но ее надо дополнить новыми фотографиями, потому что у него не так много. Исторические фото он собрал, но новыми в том, каком состоянии. Идея, чтобы читатель открыл книгу, восхитился текстом о том, что мы имеем, и увидел, каким он был, когда его построили, и что мы с ним сегодня сделали. И кто-то мне сказал, это, говорит, травма для людей. Я говорю, это та травма, которая должна быть в наличии, иначе мы не осознаем, что мы теряем, что с нами завтра будет. Ну и есть смысл издавать каталоги. Ну, сегодня издаются по православным храмам, кстати, у нас самое лучшее, как бы более-менее успешно. Ну, все-таки, мне кажется, вот первое и самое главное, это нужно, конечно же, составить вот этот вот реестр всех памятников культурного наследия. И вот его, знаете, буквально посписочно зачитывать, не знаю, для того, чтобы люди знали, о чем идет речь, когда идет речь о культурных памятниках. Вот сейчас чтобы не только Сухумом ограничивалось, что у нас творится вот за пределами Сухума. Вот мы сейчас подготовили на этой неделе, завтра администрация президента, я говорил сегодня с премьер-министром, ожидает меня. Мы с Эльвирой Анатольевной и с нашим управлением головным пообсуждали, такой мозговой штурм, сделали, как можно решать какие-то проблемы. Закон может быть через год, списки через 2 года, а за эти 2 года много чего может случиться. И вот решение было такое разумно принято таким образом. Вот из 10 пунктов какие-то требования и желания мы описали, мы даем в администрацию президента, и, скорее всего, если не успеем на этой неделе, на той точно соберутся специально главы администрации вместе с нами, с Министерством культуры, с администрацией, с Кабинетом министров. Мы будем обсуждать с ними о превентивных мерах до принятия всех санкций, законов, самого списка, что можно сегодня сделать, чтобы предупредить разрушение, предупредить... можно вот эти таблички прибить и просто сказать, что мораторий на любые действия с этим зданием вы вообще живете в какой стране? Я живу в стране, где... в стране коммунизма живете. Так я вам по крайней мере, хотя будет основание человеку, чтобы он не сказал, что я не знал, не догадался. Тимур Ломи и Нал Джопо вот до моего прихода они изучали и занимались. Тимур архитектор и краевед, археолог. Значит, обсуждали. Сегодня охранные доски мы обязаны по закону, но закон принят 8 лет назад. За 8 лет назад по городу Сухуму на 295 объектах должны были давно висеть охраны. Вот мы приблизительно посчитали. Это под 1 000 000 рублей. Это не безумная цена, потому что они же должны лет 10, чтобы хотя бы висело. Мы обратились... Хотя бы для принятия закона. Мы обратились к главе администрации города Сухум, и они с удовольствием согласились включить его в свой бюджет на уровне местного, собрания обсудили городского. Вчера я опять с ним говорил, или сегодня, уже не помню, и они готовы изыскать ресурсы, чтобы эти охранные доски сделать и помочь нам, мы не можем тоже развесить. Это по Сухуму. Что касается по остальным районам, мы пока не можем. Пока мы не будем иметь достоверный список, мы не можем делать. Но уже неплохо. Вот одна из основных целей. У нас в бюджете вообще нет никаких денег по департаменту на вот эти доски, на то. Одна из целей – подсчитывать эти ресурсы, закладывать в бюджет что-то в наше управление, что-то местные органы. Вот это тоже цель встречи с местными собраниями, чтобы, например, чтобы местные органы взяли на себя оплату по одного специалиста в области культурного наследия, наших людей, которые смотрят за состоянием в районе. Оплату вот такие памятники, которые просто нуждаются в охране, их нельзя вот так держать, типа Бедийского, Мокского, Лыхнинского, он действующий, а эти же вот закрытые.
чтобы они взяли на свое, чтобы освободить штаты департамента, а туда набрать людей, которые будут искусствоведы, заниматься монументальной живописью и так далее, и так далее. Вот то, Я что надеюсь, касается... что мы к следующему году представим пакет предложений Кабинет министров, парламент, администрация Пакет предложений в отношении... и бюджета, и ресурсов. Есть понимание вот этих всего объема проблем с властью, я имею в виду? Меня пугает, но есть. Меня пугает то, что есть. Вот, знаете, я вообще, вот если сказать, если сказать правду. Если сказать правду, Мира Константина Иналопа часто повторяет Марка Твена, такую пословицу, говорит, что пессимизм, оптимизм, говорит. И вот она цитирует, я люблю, вот потому что это она мне открыла, говорит, избегайте всегда молодых оптимистов и молодых пессимистов и престарелых оптимистов. Вот я стараюсь держаться на середине. Понимаете, в чем дело? И вот когда меня немножко смущает, что власти вот так вот готовы откровенно. Знаете, почему смущает? А почему раньше тогда мы не обращались вот я, кстати говоря, задавал этот вопрос. 20-летний период прошел как-то, и все это остается все еще на прежнем месте. Я хочу другое спросить. Да. Вот государственный реестр, это, конечно, очень важная, это первоочередная задача. А другое дело, мне бы хотелось, чтобы вы сказали, вот этот вот охранный договор, который вы планируете, и который будет, судя по всему, представлен собственникам культурных памятников, вот он сейчас у вас разработан? Собственникам, но и тем, кто живут на территории. Живут на территории, и арендаторам. Да. Вот он уже у вас разработан и в ближайшее время будет введен, или же опять будет такая история, что они будут ссылаться на то, что у них нету документа, а прокуратуре не за что их привлечь? Я отвечу. Когда был принят закон о историко-культурном наследии 15 лет назад, сразу по регламенту в течение 3 месяцев был разработан нормативно-правовой акт о порядке охраны. Он состоит из 28 листов. И к нему 16 приложений. На первом из приложений, когда я пришел на работу, я наивно потребовал, то есть должно же быть, вот как это называется, прием передачи документов. Там из 24 пунктов, 24 пункта документов, которые должны храниться в управлении по охране памяти. В том числе охранные договора, учетные карточки первичные, паспорта, планы, чертежи, там еще что-то. Они есть. Разрознены, не систематизированы. Вот сейчас мы пытаемся систематизировать все эти данные. И еще, вот знаете, тоже есть международная структура, раз уж мы сегодня говорим о культурном наследии, вот наши архитекторы, археологи, вот последние 3 года обучаются новым технологиям паспортизации. Вот сегодня они есть, и мы должны были их еще 15 лет назад заводить. Какие-то охранные договора есть, какие-то собственники сами приходят, меня это удивляет, но они приходят и говорят, мы хотим заключить охранный договор. Мы радостно составляем. Бланки есть. Другое дело, может быть, они вот через неделю мы собираемся, вот Алик Габеля, потом Тимур Ломео, Нала Мирзаян, вот они как-то обучались этой новой методологии. Мы, может быть, немножко его или упростим, или усовершенствуем, и вот будем делать. Батал, может, чуть-чуть по другим спектрам я хотел узнать, что у нас с археологическими памятниками, что у нас еще вот есть такое понятие, оно не так давно появилось, или может давно появилось, как вот охрана ландшафта, то есть или контура города, или там какой-то местности. Вот что у нас с этими? С этим, вы знаете, с этими бедами, потому что во всем беды у нас. Разрабатывается в парламенте градостроительный кодекс, который будет глобально рассматривать город во всех его ипостасях. Это что вырастают какие-то у нас новостройки, непонятные, ничем не оправданные. Но вы знаете, я нахожу оправдание этим процессам. Вот я не буду говорить кто, потому что это я и мы с вами. До тех пор, видим, пока мы не перераспределим в этой стране все, мы никогда не систематизируем и не создадим такую систему правовую или правоохранительную систему, которая будет четко ранжировать все наши отношения. Регламентировать. Вы думаете, что вот это вечное понятие перераспределения когда-нибудь закончится?
Конечно. Но В Америке она началась 300 лет назад и завершилась через 150 лет. Там, они и за весь потом мир, они, да, за весь мир взяли. Но с археологическими памятниками разве такая проблема? Это же есть там какой-то регламентированные какие-то взаимоотношения? Да, регламентировано. Вы знаете, у нас есть в списке, вот на сегодняшний день предварительный список, это где-то 2500 предполагаемых объектов, из которых больше половины, даже значительно больше, это памятники археологии. Ну, то есть их визуально не всегда видишь, они либо под землей, либо мы их копаем. И, кстати, тоже о законе. Вот по закону о доступе к информации мы обязаны, и мы будем делать, вывешивать все данные о реестре в интернет. Но мы должны принять также секретные данные. На сегодняшний день мы считаем, и мы будем это обсуждать, это на уровне закона, не всю информацию по реестру мы будем вешать. Вы знаете, что происходит с нашими памятниками. Вот эти археологические карты, которые с удовольствием наши ученые писали, это очень важно было, да, когда-то 20 лет назад, 30, 40 лет. Это становится путеводителем для многих черных копателей, черной археологии называют, или вот наших граждан, или приезжих. Мы эти данные, будут это секретные или особо секретные данные. Есть же еще утраченные во время войны, то есть это как-то... Культурное наследие? Нет, археологические памятники, там, может, какие-то артефакты и так далее. Есть, да. Что с ними вы происходит? Знаете что? Вы знаете, вот есть различные международные акты, в том числе разработанные ЮНЕСКО. Есть там понятие 6 критериев, очень важных, которые необходимы для того, чтобы тот или иной памятник в список вошел. Но это мы уходим. А есть еще другие по реституции культурных ценностей в результате разделения государств. Бывает такое. Например, распад СССР, вы знаете, он привел к таким катаклизмам. Была единая система музеев, и когда наши ценности, например, многие перекочевали в Тбилиси. Мы в составе Грузии. Бельгийская чаша тоже. Да, есть, мозаика, как это называется... во время вооруженных конфликтов возникает, когда международные структуры, за нашими памятниками, вы знаете, во время войны международные структуры мониторинг не вели. Но в результате боевых военных действий многие памятники, артефакты имеют особенность. Есть российский закон и тоже такой же закон ЮНЕСКО о порядке ввоза-вывоза особых ценных. Вот благодаря этим законодательствам сегодня какие-то артефакты начали возвращаться, те, которые во время войны были украдены. Каким образом? Про иконы, вы знаете, слышали, которые нашлись. Это исключение из правил. Это 17... это такое добровольное... добровольное возвращение. Но, к счастью, существует законодательство, по которому они могут к нам вернуться, могли бы не вернуться. Вот это законодательство существует, это понятно. Да. Ну вот я вам сейчас прочитаю, некоторые данные тут существуют, что черные копатели на протяжении последних 10-12 лет раскопали около 300 могил. И это продолжается и сейчас, и в других районах Абхазии. Стало доходным бизнесом, и черные копатели заезжают к нам с аппаратурой, которая стоит 100-200 тысяч евро. То есть я понимаю, какие богатства они тут все-таки, извините за бульварное выражение, нарыли. И позволяет распознать изделия из золота, серебра. Вот у меня тут выдержка, которую вы прислали из интернета, что... вот такой вот очень ценный археологический материал был вывезен из Абхазии через Латвию и выставлен на аукционе Сотби. Там даже пока Сотбис, да, пока там даже цену не определили. 50 000 евро. Очень редкая вещь. Она датирована примерно 1 веком до нашей эры, 2 век до нашей эры. Вот сейчас... это один из артефактов. Таких же сотни мы пока это золотая, не знаем. Золотая чаша, я не таких знаю, если сотни. можно будет. Вы знаете, картина такова. Показать пока. На Женевском процессе обсуждают? И, кстати, процесс начался. Вы знаете, на Женевском процессе сейчас в повестку дня, буквально в течение этого года, ввели вопрос о возвращении культурных ценностей. Сразу после войны
войны, да, музей, вот Мира Константиновна, в частности, дело, в Обни Лена Моргане, директор библиотеки, она собирала данные, ученые, мы все, каждый по памяти восстанавливали все, что у нас потеряно. Ну, вы знаете, архив сгорел, Обни сгорел. То есть даже если закон о реституции когда-то будем использовать, есть что нам предъявить, списки утраченного? Там есть белая книга, так есть, называемая. да, там список более 100 как бы предполагаемых, на наш взгляд, выкраденных во время или вывезенных. Это первое. А второе, есть еще понятие косвенная реституция, когда многие артефакты, архивы, письменные источники, нарративные, скажем, они сгорели, и поскольку это было результатом войны, конфликтов, и абхазская сторона, я считаю, что так оно и есть, вправе предъявлять претензии по восстановлению. Но вы знаете, что всегда были два оригинала копии, один в Тбилиси, один здесь был, и какие-то архивные материалы выпускать. И мне не нравится злорадство очень многих людей в социальных сетях, чаще всего они, правда, анонимные, но бывают и не анонимные, которые говорят, как мы можем у них брать. Да я все готов взять брать. Все, что касается нашей истории, материальной культуры, любой переговорный процесс, я готов участвовать в нем, чтобы мы привезли на сегодняшний день, в течение многих лет очень много вот таких вещей привезли. Конечно, самое ценное это бедийская чаша. А вы знаете, что они нам вернули образец перед войной? Практически идентичны тому, и мы его не имеем. А вы знаете, в музее был, я помню, да, но он исчез. А вы знаете, что вот буквально на днях я закончил, мне надо было как бы вот от Министерства культуры, мы сейчас проверяем фонды наши, фонд музея, сейчас картинная галерея будет, то есть это наша как бы причесывая мысли. Я проверял музейный фонд, там все в порядке, вот все, что там зафиксировано, все есть. Но за 20 лет нашей независимости только в 2000 году 8 предметов, в 2013 году 3 предмета были сданы в музей артефактов особой ценности. Это золото содержащее... Археологами нашими же. Нашими. Это тоже ненормально. То есть, если вы говорите, по 300 артефактов возят за границу, мы тоже их расследуем. У нас просто и в законодательстве нет четкости, сколько времени следователь может держать те или иные артефакты у себя, сколько сдавать. Но Постойте, вы сейчас сенсационную вещь сказали. Вы хотите сказать, что на протяжении долгих лет многие артефакты не сдавались в музей? Нет. Когда они сдаются, они описаны в основной и в других реестровых книгах. Я вам говорю, последние, если считать 93-й год, отправной пункт, да? Первые артефакты золотосодержащие, я сейчас говорю, золото и серебро содержащие, были представлены в музее 8 предметов из новомогильника в Джанту. В 2000 году и 3 предмета в 2013. С тех пор, как я стал в управлении, я потребовал, чтобы многие артефакты были сданы. То есть, по большому счету, вот те черные копатели, которые привозят дорогостоящую аппаратуру, они находятся в преимуществе перед вами. У вас нету таких инструментов, чтобы прекратить это разграбление, это, во-первых. И средств тоже нету для того, чтобы бороться с этим. Но у меня есть еще, помимо преимуществ, я бы о претензиях говорил, потому что у нас существует 2 таможенные службы, одна российская, а другая абхазская, да? По которой я не могу килограмм колбасы, 10 килограмм мандарин провести. Я не помню. Я вот сейчас должен подготовить запросы в прокуратуру, в МВД, потому что я готов как бы к изучению этого вопроса, какие факты были изъемы этого. А почему? Потому что буквально несколько дней назад посольство Российской Федерации обратилось ко мне с просьбой, чтобы я ответил как законодательно. То есть кто-то из граждан России пишет им, что он хочет приехать сюда с металлодетектором. Знаете, что это такое? Они бывают совсем суперские, которые сквозь землю все бывают на уровне 1 метра. Но у нас культурные слои обычно 1,5 метра, это максимум, метр. Этого достаточно. Могу ли я приехать поискать? Я говорю, знаете, для того, чтобы он приехал в соответствии с законом о культурном наследии и положением об археологической комиссии, он должен цель приезда, и что он будет искать, и получить открытый лист, если он археолог, институт. Нет, просто поискать на пляже. Я сказал, не имеете права. Я обратился в таможню, сегодня мне таможня сказала, что металлодетекторы
после ситуации с черными копателями запрещены для провоза. То есть должно быть особое разрешение. Допустим, если геодезисты или археологи приглашают, там специальное разрешение. Вот и все. Как они провозят, я не знаю. У нас очень мало так же, как и наркотики провозят, так же и это тоже черный бизнес. Нет, но вы мне скажите, как они вывозят вот эти ценные предметы за границу и их не обнаруживают. Как они завозят это оборудование, так они вывозят и это оборудование, и плюс я бы хотел зафиксировать артефакты. Все-таки внимание общественности в связи с вот этой ситуацией на одном. Управление по охране памятников не могло, а Министерство культуры в этом составе тоже не может и не будет замещать МВД, прокуратуру, СГБ и так далее, таможню. Потому что у нас есть государственные структуры, которые несут ответственность и должны вести расследование. Вы сказали... Что касается меня, я готов дать им все данные. Понятно. Все свои наблюдения. Ну, то есть вы же осуществляете, как вы сказали, похоже на прокуратуру, осуществляете надзор, так сказать, мы надзор за культурными памятниками, в том числе не археологическими за преступниками. Мы надзор осуществляем над собственниками. Это немножко отличается от черных копателей, которые анонимно приходят. Это бандиты и преступники. Их надо отслеживать, ловить, сажать, допрашивать, опрашивать соседей, косвенных, то все. Но сегодня на многих таких памятниках у нас есть смотрители, которые могут делать мониторинг. Вы знаете, что такое смотритель, один смотритель, и тоже это всегда бывает не мускулистый дядя какой-нибудь, так, в пожилом возрасте. Насколько они могут... Там компактно, в Андрипше это постоянно происходит, и все это знают. Неужели нельзя эту проблему как-то решить? Можно. Я не к вам претензии, а вообще нет, так. Нет. Почему не к ним претензии? Нет, я принимаю эти претензии. Дело в том, что очень странно, что у вас нет ко мне претензий. У меня претензии к тому, что 20 лет мы должны были этим заниматься. Если мы не поднимем глаз вопиющего в пустыне, то зачем будет этим заниматься другие органы? Конечно, это культурное наследие не принадлежит нам, оно всем принадлежит. Да. Но мы обязаны структурно, давать сигнал об этом. Я собираюсь, мы сейчас обсуждали сделать, я не знаю, какую-то встречу силовых органов и обсудить стратегию о том, как себя вести в тех или иных более ближний даже памятник тоже постоянно тоже как притча во языцах стал не дача Смитского, а дворец Смитского. Знаете, прежде чем прийти к вам сюда, я едва успел. На встрече я 1,5 часа говорил с теми, кто взяли его в аренду, 1,5 часа говорил с теми, кто работает, потому что поступил вчера сигнал, ко мне звонит из администрации президента, в 8 часов вечера. Что я сейчас могу в темноте, куда пойти. Но я быстро нашел те телефоны, которые я имел, потому что уже проблема это возникала, что он разрушается, он давно разрушается. И кое-какие вещи завтра мы выезжаем десантом вместе с телевидением, парламент, глава администрации и люди, которые там работают, будем обсуждать. На самом деле там не было факта разрушения вчера. Он происходит в течение 20 лет. Оказывается, там просто расчищают парк от кустарников и зарослей. Сейчас везде субботники, они просто наняли людей, но мы выясним на месте. Батал, знаете, уже будем завершать нашу передачу, Но я знаю, что эта тема вообще обширная. Мы с Ибрагимом час до этого говорили, потом, когда ты пришел, я бы посоветовал вам иначе строить передачу, сделать узколокальную тему, либо один вид деятельности, связанный с нашим управлением. Но я вам обещаю, в течение, буквально в этом месяце выходит первая передача. Министерство культуры будет делать каждый месяц свою передачу. Там и обо всем будет, в том числе и культурном наследии. Батал, мы вообще-то... Это частично просвещение, которое мы Я вам должен сказать, что у нас вообще такая передача, и формат такой передачи мы в общем как-то говорим. Потому что то, что говорят о локальности, есть такой формат, как репортаж, плюс там расширенный репортаж и так далее. И это делают у нас на телевидении тоже. И вы знаете, что весь тот шум, который был поднят по поводу домов, старых домов, культурных объектов наших, это тоже было, это было такие локальные, Вы знаете, почему удары был понят шут? Потому что это случилось в Сухуми, это случилось в центре города, это случилось на глазах у всех. Я вам скажу, огромное количество таких вещей происходит на всей территории Абхазии. Мы еще не зашли, не внедрились в Гагры. Идут незаконные передачи тех или иных земель. У нас есть 2 основных документа.
Это закон о заповедниках. У нас 25 заповедников по Абхазии, историко-архитектурных. И есть закон 99-го года, парламент, выше постановление о особо ценных землях, которые не подлежат как бы какой-то реконструкции. Да, реконструкции. И туда включены вот такие лесопарки и все такое. Но на сегодня я вам скажу, вот мы делать будем реестр. Каждая охранная зона должна иметь план и карту. Они не имеют, мы будем это делать. Кадастр тоже делаете, но думаю, это как-то тоже. Вот, кстати, вот я бы хотел бы поблагодарить Министерство экономики. Сейчас оно разделилось, уже создана кадастровая комиссия. То есть они пошли во внимание, это их личные материалы. И я говорю, дайте нам кадастр пользоваться вместе с вами. Мы официально обратились, и официально нам будут давать. Для чего? Чтобы было наложение всех зон охранных, и кадастровых, и архитектурных, и ландшафтных, и природоохранных. Это другое ведомство. И когда это наложится, мы будем иметь палитру, где ничего. Знаете почему? Потому что когда делается кадастр земель, что там опасно? Вот они разобьют, вот эти свободны, вот эти заняты. Вот мы, пока они не сделают кадастр, мы должны свой историко-культурный кадастр дать им, что эти территории не могут забудьте. Вот, и по одной схеме. Нам надо заканчивать. Но на самом деле жаль, мне так с вами понравилось. Вы говорили, я то ты, то вы, вообще тут запутался. Значит, государственный реестр это раз. Потом обязательно необходим паспортизация, законы, новый закон. Закон обязательно 2, санкции в другие законы 3, поддержка образовательный уровень ресурсов, тех, которых мы имеем 4, расширение вот как бы сферы деятельности и охранный договор. Нет, но это как бы входит, это охранный договор обязательно. Вот это вот меня очень волнует. Охранный договор это как раз то, что вот идет в русле как бы популяризации. Вот Сухумская администрация подготавливает, они обязаны. Что касается всех остальных администраций... Можете обратиться сейчас к ним? Нет, я сейчас к ним обращаюсь, мы готовим для них, для всех пакет документов, и они должны быть готовы к нему. И наши предложения, которые мы вместе обсудим, чтобы они тоже... Афон делает. Вот можно одно слово скажу? Вот вы бывали в Афоне? Конечно. Видели там заповедника на Копейске? Вот у нас 24 заповедника, и вот только на Копейске смог стать вот таким. Понимаете, в чем дело? Потому что там работают люди. И потому что там живут люди, которые любят свою страну и любят свой город. Может быть, он еще меньше, чем вся Абхазия, поэтому его есть за что любить. И вот сегодня, когда туда приезжаешь, кому-то не нравится, как башню отреставрировали. Но в этой стране никогда не будет всем все нравиться. Бог с ним. Это другое. Экспертиза – это отдельно. А нравится, не нравится – другое. И они работают. И сегодня администрация города идет всегда рядом с теми, когда мы делаем запрос. Мы говорим, дайте имена собственникам, они говорят, дадим. Помогите нам создать охранные зоны, дадим. Глава администрации Гудауса дал нам землемера, который пашет с нами бесплатно. Уже 2 недели работаем. И вот по Афону, там 4 села мы взяли вместе, будет первый пробный камень, как мы сделаем реестр. Это будут памятники, перечисление, количество, это опорные планы, зоны регулируем. Вот есть охранные зоны, где ничего нельзя сделать, а есть регулируемые зоны. То есть это тоже парковая зона, но там что-то строить можно. Но управление по охране, по градостроительному комитету должен быть. Короче говоря, должен быть такой очень суровый и четкий надзор за всем этим делом. Надзор, да. Да, то на есть самом я деле... думал удовольствие, а на самом деле там надзор, и все время со всеми ругаться. В общем... И еще я хочу сказать, нет, в этой вот стране сейчас вот хорошее... Нет, я просто закончу, я говорю телезрителям, в этой стране все друг друга знают, понимаете, в чем дело? Когда начинаешь применять какие-то санкции от кого-то, куча людей начинает ходить и о чем-то попросить. Подумайте о том, что ваши дети будут жить в этом городе, а вы просите о том, чтобы вон там не заметил, тут не заметил. Вот когда дело касается кого-то, они готовы огородить, защитить. А закон должен быть для всех одинаковый. Знаешь, банальный вопрос я тебе задам. Просто самый банальнейший вопрос. Почему к теме культурного наследия мы должны особенно трепетно относиться? Только что потому что вот он как раз сейчас говорил, хочу, чтобы он развил это наше будущее. Сегодня, давайте так скажу, сегодня нас признала Россия, несколько государств, и мы им очень благодарны.
А вот знаете что? Наше наследие – это именно та опора, на которую мы опираемся, который не может не заметить мир. Это является самым нашим главным обоснованием и аргументом, что мы государство, что мы народ со своей цивилизацией, со своей культурой. Прочитайте 6 критериев включения в ЮНЕСКО. Вот я изучаю, все 6 критериев применимы к нашим памятникам. Прочитаем обязательно. Огромное спасибо. И вам спасибо. Извините за страстность, но тема замучена. Еще один вопрос. Пусть люди в этой стране не думают, что самое главное экономика, что самое главное сегодня заработать, что-то сделать. А самое главное сегодня, и самое тяжелое, сохранить наше наследие. Я вот когда говорил и с президентом, и с премьер-министром, и готов говорить с парламентом, мы не можем себе позволить такую роскошь, как другие страны, финансировать культуру по остаточному признаку. Это очень опасно. Вас слышат? Ну вот слышат, дали же деньги. А я вот сейчас, знаете, о чем думаю? А если бы 10 лет назад попросили, может, кто-то тоже дали бы? Батал, я как раз хочу на этом, наверное, завершить. У нас, вот вы не первый гость, может, самый страстный это вы, все говорят, собственно говоря, вот такое ощущение, что мы постоянно тушим пожар на «Титанике». Вот потому что везде все. И как-то нужно сконцентрироваться, всем нам вот собраться. Твоя мысль в отношении «Титаника» не нравится. Пожар тушим хорошо, но почему на «Титанике»? Потому что у нас... Ты нас уже куда-то направил. Мне тоже мысль это не нравится, но это реальность. Практически так и происходит. Когда есть такой энтузиазм... Может, не на «Титанике», может быть, что-нибудь тут на суше, можно сказать, что тушим. Мы потом поменяем название корабля, когда он выплывет. А пока у нас «Титаник», к сожалению, спасибо, что есть энтузиазм, есть энергия, есть сила воли и нервы все это делать. Ваша деятельность, она вот обеспечит, знаете, передачу культурного и социального опыта от одного поколения к другому. Вот это вот очень важно для нашего общества, и мы должны в хорошем, очень таком приличном качестве все это передать нашему Знаете, поколению. мы должны вернуться к опыту Советского Союза, когда были общественные организации по охране памятников культуры. И, кстати, они очень помогали по сохранению, по поддержке. Сегодня, к сожалению, государственные структуры, какие-то органы, которые обязаны, за этим следят. Но до тех пор, пока общество не соорганизуется, политические партии создают там то все, пока оно не соорганизуется по защите своего наследия, это показатель гражданского общества. Огромное спасибо нашим телезрителям. Напомню, что у нас сегодня в гостях был замминистра культуры, глава департамента... Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия. Да, но мы же договорились, что мы все это не будем говорить, а скажем просто, что ты глава департамента по охране историко-культурного наследия. На самом деле очень много предстоит сделать. Огромное спасибо вам за внимание. До новых встреч, наверное. Спасибо.